Я помню нашу последнюю встречу тут, в той еще должности ты был. Я тебя спросил, вот насколько курс, предположительно, курс новой власти будет соответствовать вот европейским критериям, заданным еще при старой власти и так далее. Тогда ты еще не был, тебе еще даже, по-моему, предложение не делали. Это давно было. Да. Да, и ты тогда мне сказал, что как только я увижу, что европейские, евроинтеграционные или натовские процессы тормозятся, да, я в этом участвовать не буду. Прошло несколько месяцев, ты дал согласие на вхождение в правительство Гончарука под руководством, естественно, президента Зеленского. Да? Что тебя убедило в том, что этот курс будет не только выдержан, но я просто тебя знаю, тебе нужно что-то делать. Да? Это имитацией заниматься ты не будешь, ты не занимался этим в ПАСЕ. Да? Вот что было сказано тебе и какие ты свои идеи внес, вступая в эту должность? Да, собственно говоря, 2 разговора с Гончаруком и потом с Зеленским для меня прояснили ситуацию. Я увидел желание идти тем же курсом, желание скорректировать этот курс, чтобы сделать его более понятным для граждан Украины, чтобы он вызывал меньшее опасения, какие-то вопросы. И это, в принципе, во многом совпадало с тем, какие улучшения, какие позитивные изменения я бы мог внести, если бы занимался этим еще там, в предыдущие годы. Ни во время встречи с Гончаруком, ни во время встречи с Зеленским я не услышал ни одного намека, ни одной интонации на то, что мы собираемся фальшивить на треке интеграции. И, в принципе, мне этого было достаточно. Понятно, там расписки тебе никто не даст. Мы все живем в реальном мире, реальной политике. Но могу честно тебе сказать, что за 1,5 месяца на должности я от коллег не слышал ни одного тоже намека, либо там, типа, знаешь, ну ты там не сильно, давай, нам же у нас не все так однозначно. Там, Типа, тут еще Путин есть. Придержи лошадей, да, и все такое. Вот, ну, пока такого не было, все, над чем мы работали, все, что я хотел запустить, пока удалось запустить. Обрати внимание на один простой момент, программа деятельности правительства. Вот мы уже очень много лет интегрируемся в НАТО, очень с перерывами, очень много лет интегрируемся в Европейский Союз. А правительство Гончарука – это первое правительство, которое в программу своих действий включило отдельным разделом конкретные цели по европейской интеграции, по евроатлантической интеграции. Ни одно правительство до этого конкретно предметные обязательства на себя в этой сфере не брало. Это твоих рук дело? Ну, это общих рук дело, конечно. Но самое главное, мы прошли парламент поддержал эту программу, она не была изменена, уточнена, то есть никто не попытался, давайте здесь немножко помягче язык сделаем, давайте здесь уберем. Мы поставили очень амбициозные цели и по ЕС, и по НАТО достигнуть соответствия критериям членства. Это то действительно, что Украина может сделать сама.